Всем салям алейкум. Сегодня мы на главной площади страны. Будем говорить с первым заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариманом Джелялом о нем, о его освобождении и о том, что он планирует делать дальше. Салям алейкум. Алейкум Еще раз. ассалям. Нариман, вы с 2014 года по 2021 год, до вашей посадки, если можно так вообще говорить, были рупором Украины для Крыма и рупором крымских татар и Крыма для Украины. Можете рассказать детальнее, чем вы занимались, что вы делали на протяжении этих 7 лет в Крыму? Ну, насколько я сам для себя определил в тот момент, это действительно попытаться полноценно выполнить ту роль и задачу, которую на меня в последний раз в 2013 году возложили крымские татары, избрав сначала в Курултай крымско-татарского народа, а потом в Меджлис крымско-татарского народа. Я не знаю, вы, наверное, помните и кадры, и фото, где члены Меджлиса в Хан-Сарае приносили своеобразную присягу на служение своему народу. И, естественно, и Конституция Украины возлагала на меня, как на своего гражданина, определенные обязательства. И для меня это было не пустое что-то. И вы помните, что начиная с последнего Майдана символизм вообще очень важен был в нашей жизни общественной, да и в личной, наверное. Поэтому я сам для себя так определился, что нужно представлять интересы крымских татар, интересы жителей Крыма, потому что события, как вы помните, завертелись просто с неимоверной скоростью, и нужно было как-то на это все реагировать. Не все сразу сложилось, были определенные поиски, не назову их метаниями, это просто был поиск опоры некой в тех достаточно быстротечных ситуациях, и мне кажется, удалось найти определенную, за масштабом даже мне сложно сказать, но важную, наверное, деятельность, потому что по реакции потом на то, что я и те, кто рядом со мной находились, мои коллеги, друзья, по реакции людей, то есть и самих крымских татар, и общественности в Украине, властей в Украине, я думаю, что в принципе направление было взято верное, да, то есть и это позволило выполнять какую-то важную функцию. В первую очередь это действительно доносить информацию. Я часто ездил между Киевом и Симферополем, выезжал из Симферополя на международные площадки, был в Варшаве на саммитах ОБСЕ неоднократно, в Брюсселе несколько раз, в Вашингтоне несколько раз, в Анкаре, в Праге. То есть везде, где была возможность рассказать о том, что на самом деле происходит в Крыму. В первую очередь получалось так, что с крымскими татарами, но я старался рассказать в целом о ситуации. Чуть ли не, если не каждодневное, то еженедельное общение с журналистами, украинскими, иностранными, по конкретным ситуациям или в целом о жизни в Крыму. Вот это тот объем, который мне приходилось выполнять на фоне той пропагандистской кампании, которую проводили оккупационные власти. На их стороне тоже были спикеры, в том числе из Крыма, в том числе из крымских татар, в том числе на тех же площадках, на которых появлялся я. И это такая конкуренция за то, что у нас все прекрасно, и нет, у нас есть проблемы, и ситуация с ним выглядит не то, что немножко, а совсем по-другому. Это было одно. Это базовое было направление, и я использовал еще свои ресурсы, скажем так, помощь друзей и коллег по Меджлису. Мы занимались просветительской работой среди детей, то есть мы проводили конкурсы. Все это делалось для того, чтобы максимально в ситуации, когда Россия пытается заменить. Давайте перечислим эти проекты, которые вы делали. Это и конкурс «Диктант» крымско-татарский. Крымско-татарский диктант мы с молодыми ребятами из группы «Нефес» сделали, и они, даже когда я уже был под арестом, они продолжали это делать и даже попросили, я как-то писал текст, и они его использовали. Крымско-татарский диктант онлайн был, потом детский конкурс
памяти Нумана Челебіжіхана, это в феврале был, проводился для школьников. Потом Кобелек для дошкольников, очень популярный там был. Потом мы проводили конкурс сказок, то есть семейный конкурс. Мы предлагали детям с их семьями писать, сочинять сказки. После чего их или мультиплицировать, или создать спектакль и продемонстрировать, и выиграть какой-то приятный приз. Выпускали книги, поддерживали творчество различных поэтов, проводили памятные вечера к 18 мая, там, еще каким-то датам, проводили встречи активистов национального движения или вообще общественности ко дню там, защиты прав человека в декабре. День флага крымско-татарского проводили и так далее, и так Вы далее. пропагандировали и помогали крымско-татарским родителям писать заявления в школах о том, чтобы они получали Это у нас крымско-татарский тоже язык. было одно из главных направлений. Я с командой объезжал, был у нас такой проект, объезжали, проводили собрания с активистами, с родителями, ездили в школы и так далее, поддерживали вот команду юристов, которая помогала иногда удачно, иногда неудачно в сложившихся обстоятельствах. Вот открытие национальных классов, там это отдельная очень такая тема специфическая. Вот. И работы было много, с учителями очень много работали. Старались их поддержать, потому что учителя, вы понимаете, в той ситуации, когда российские власти через систему образования пытаются навязать нашим детям в Крыму совершенно иные ценности, учитель это есть вот тот человек, который имеет возможность как бы отвести вот эту пропаганду и дать детям нормальные представления о добре и зле, о хорошем и нехорошем в этом мире. То есть мы не то, что даже контрпропаганду строили, мы просто хотели, чтобы учителя нормально детям дали воспитание и нормальные представления о том, что происходит сейчас в жизни. Потому что, вы понимаете, что российская пропаганда навязывает совершенно иные нарративы, совершенно иные представления. Это самое страшное, на мой взгляд, то, что происходило и происходит на данный момент в оккупированном Крыму и вообще на оккупированных территориях Украины, как выяснилось для меня уже и дальше, чуть позже. И еще Помимо очень этого, много различных это и помощь проектов. политзаключенным. Да, с группой моих друзей мы создали инициативу «Базымбалалар». Это в поддержку семей, собирали средства, которые раздавали в качестве материальной поддержки семьям политзаключенных. В отдельных случаях проводили мероприятия для детей, потом психологов даже старались найти и так далее. И никто не отменял это тоже с коллегами. Мы посещали, выезжали на обыски, все это фиксировали, снимали, представляли. Я уже, выполняя в какой-то мере и свое журналистское призвание, снимал и передвижение техники, все, то есть это не была какая-то там секретная шпионская задача, это все, что на виду. Вот. Сейчас с этим сложнее, конечно, после начала войны, но в свое время я из этого секрета не делал, публично все это было. И много-много чего другого, что, на мой взгляд, поддерживало наших граждан в Крыму. И самое главное еще, наверное, для Крыма, я приезжал в Киев, здесь общался с представителями политикума, общественности, экспертами, приезжал в Крым и старался им тоже рассказать, потому что не все по телевизору сказано, не все объяснено, то есть какие-то есть тонкости политических процессов в Украине и касательно ситуации или отношения к оккупированным территориям. Вот все, что я узнавал, я потом ездил по Крыму, проводил встречи просто с людьми в разных регионах Крыма и старался им рассказать, а что Украина, а что она делает для освобождения Крыма и так далее, и так далее. И, видимо, все это в совокупности потом вызвало колоссальное раздражение у властей. В одном из своих интервью недавних вы сказали о том, что эта ваша деятельность, она победила. Теперь, когда вы 3 года не в Крыму, или какая-то часть из этих 3 лет вы находились в Крыму, но не были активно в работе с общественностью, что будет после этого, пока Крым не деоккупирован, как вы думаете? Нужно в любом случае продолжать эту работу. Даже находясь в тюрьме, я старался, получал информацию о том, какие вопросы или ситуации вызывают
наибольшее волнение, да, среди, в первую очередь, крымских татар. И я старался писать какие-то обращения, призывы даже, наверное, можно так сказать, чтобы люди не сдавались. Особенно после начала войны, когда говорить публично в Крыму стало гораздо сложнее, и люди, которые могли бы это сделать, не могли, потому что это сразу вело к негативным, очень жестким последствиям, да, то есть их бы ждала моя судьба, как бы оказаться в тюрьме. Сейчас, вынужденно находясь за пределами Крыма, я буду находить возможность продолжить общаться с нашими гражданами, и это для меня, наверное, задача номер один. Вот эту дистанцию между оккупированным Крымом и Украиной, если не сузить, не знаю, насколько сегодня это возможно, то хотя бы удержать в неком таком состоянии. Я имею в виду эмоциональную дистанцию, какую-то психологическую дистанцию, чтобы граждане не утратили надежду. Вот в разговорах после моего освобождения, это тема номер один, чтобы они не утратили надежду на то, что Крым, несомненно, вернется в Украину, Крым будет свободным, будет деоккупированным, и там жизнь неким положительным для страны образом будет налажена. Это По-вашему, самое главное. По-вашему, задача. этот контакт можно удерживать? Я уверен, что вот можно. мы с вами коллеги, и здесь есть крымско-татарские журналисты, которые на протяжении 10 лет старались работать на две аудитории, как на материковую часть Украины, борясь с какими-то клише и пропагандой по отношению к крымским татарам, так и доносить ситуацию про Украину в Крым. Это вообще было каким-то образом заметно в Крыму, по-вашему? Абсолютно. Работает ли это вообще? Абсолютно было заметно, и эту работу нужно продолжать. В какой-то момент, возможно, у вас, у меня, еще у кого-то создастся впечатление, что нету результата. И вот как будто ты тянешь некий там груз, воз куда-то, а дойти до точки никак не можешь. На самом деле это все работает. Я был в Крыму, я это видел. Нужно просто понимать, для чего ты это делаешь, в чем конкретная твоя задача, и научиться правильно оценивать результат. Невозможно охватить, во-первых, всех. Нужно работать, но убежденными должна быть определенная часть, а она есть в Крыму. Я вот на встрече после освобождения с президентом Украины ему четко сказал, что в Крыму точно, и я с уверенностью это говорю, есть люди, граждане Украины, которые, безусловно, абсолютно четко верят в то, что Крым есть Украина, они хотят возвращения и поддерживают полностью в тех рамках возможных, которые у них там есть, даже в разговорах между собой, что немаловажно абсолютно. Пусть это внешние каких-то проявлений, наверное, для большинства в Украине и для украинской власти не обретает, это есть. А я могу это утверждать, потому что уже даже пообщавшись за последнее время, убедился в этом снова. Почему я и сказал, победил. То есть я считаю, что я победил вот на тот промежуток. Теперь как бы там уже это осталось, надо заново поставить себе цель и двигаться к этой очередной, скажем, победе. И очень важно здесь, в Украине, научиться видеть этот результат. Крым оккупированный. С началом войны там настолько все сложно, настолько находится в глубоком подполье, что вот этот результат работы, его нужно разглядеть. Это нужно так нырнуть глубоко в сознание, в отношение людей, то есть тех, которые в Крыму, чтобы понять, что ты не зря все это делаешь, что на самом деле это имеет отклик у них, что это имеет для них значение и так далее. Внешне, поверхностно это можно не заметить. И будет казаться, что все зря. Вот, поэтому вот задача и состоит в том, чтобы наладить эти контакты, иметь обратную связь и, конечно, сделать еще больше, больше, больше. Сейчас мне пока сложно говорить о конкретике, но через какое-то время, я думаю, будет более-менее ясная ситуация. Про время вашего нахождения в тюрьме. Вы говорили о том, что Ирине Данилович помогали
держать ее дух, петь песни? Что вам помогало как бы находиться там и не сломаться? Ну, в первую очередь, вы знаете, я всегда был верующим человеком, но именно в тюрьме ты как-то по-другому, глубже и осознаннее все это принимаешь. И вера в Бога, она мне очень помогла как бы вот, ну, внутреннюю такую основу приобрести, относиться к вещам немножко по-другому, именно как верующий человек, ко всему происходящему, как к тому, что все равно с тобой должно произойти, и тебе нужно всю эту дистанцию, весь этот путь пройти, принять, пройти и действовать исходя из этого. Это первое. Конечно же, это поддержка моих родных и близких. То есть то, что моя семья все правильно воспринимает, мои друзья все правильно воспринимают, относятся к происходящему честно и искренне. И я просто благодарен Богу за то, что рядом со мной оказались, ну, вот, действительно настоящие люди, которые поддержали, помогли. И среди тех, кого я знал и считал друзьями, и среди тех, которых я до сих пор даже лично не знаю. Но они, ну, эти люди проявили себя и оказали такую масштабную поддержку, что, ну, я просто хочу всем и каждому пожать руку, хотя, наверное, это будет невозможно. И вот эта широкая кампания в поддержку вообще политзаключенных, и в частности меня и Асана Азиза Ахтемова, тоже нашего конкретного дела, это все как бы вселяло в силы уверенность в том, чтобы, ну, держаться, не сдаваться, и не только самому, а еще там ребята были, которые нуждались в поддержке, и я транслировал эту вот свою некую равновесие, не побоюсь этого слова, силу обретенную, транслировал на них, стараясь их тоже немножко поддержать. Нариман Бей, в момент, когда вы находились в заключении, умер Алексей Навальный. Какие у вас были мысли о том, что происходит с Россией? Были ли мысли о том, что если они расправляются так со своими оппозиционерами, что будет с вами? О чем вы думали в этот момент? Честно говоря, я особо на этом событии не сосредоточился, хотя просто чисто по-человечески мне, естественно, было где-то жалко этого человека. Ребята, россияне, которые со мной сидели, они как бы говорят: Нариман, может, лучше не ходи пока на прогулки. Видишь, как там на прогулку сходил человек как раз. Ты как бы поостерегись, потому что, ну, понятно, чем ты занимаешься, что и как. Поэтому я как-то проще к этому относился. Россия не в первый раз расправляется подобным образом с оппонентами. Россия не первый раз уничтожает людей в своих тюрьмах. И меня, например, смерть там Константина Ширинга, нашего гражданина Украины, политзаключенного, которого я лично знал, никогда не видя его в лицо. Мы сидели в соседних камерах в Симферопольском СИЗО. Меня взволновало больше, чем смерть до популярного, известного российского оппозиционера Навального. Как бы. Вот. Поэтому я повторюсь, наверное, все-таки вот вера моя, она привела к тому, что я даже к смерти, даже в таких условиях относился достаточно так по-другому, спокойнее и готов был принять все, что угодно. Вот. Хотя, конечно же, делал все, чтобы вернуться домой к семье, обнять родных и увидеть друзей. Вот. Каких-то таких страхов у меня вот в связи с этим событием абсолютно не было. В последнее время, когда речь идет о обменах именно крымских татар, говорят о братьях Ахтемовых, о Сервере Мустафаеве и Линье Умерове. Это потому, что они более всего проявляют свою гражданскую позицию? Я, в принципе, и знал, и вот последние дни прочитал, что многие политзаключенные проявляют свою позицию, они пишут, обращаются к украинцам, к властям и так далее. Если не они, то их близкие это делают, или там защитники, друзья, адвокаты и так далее.
Мне сложно сказать, почему именно так, но, видимо, те люди, которые определяются с тем, какие фамилии озвучить, они исходят из того, кого, наверное, в связи с некой информационной составляющей будет удобней на данном конкретном этапе сделать символом освобождения, наверное. Вот что-то такое. Потому что в списках на освобождение, на обмены есть все. То есть все практически. Я еще их не видел и буду проверять, насколько те из ребят, которых я встречал в местах лишения свободы, присутствуют. Возможно, несколько фамилий пропущено. Но это дело такое, как бы вот я уже нашел контакт с офисом омбудсмена и с представительством, там все мои знакомые люди, как бы и так далее. Когда-то это был там Олег Сенцов, да, Ахтем Чийгоз, там Балух был. Сегодня это там некие другие фамилии. Завтра еще какие-то будут другие фамилии. Сервер Мустафаев действительно это человек, который и до своего ареста, и после писал, активно проявлял позицию. Он действительно был очень активным, таким ярким человеком, почему был, есть в принципе. Асан и Азиз, мы вместе шли. Очень сложный путь нам как бы довелось пройти, и тоже нами абсолютно сознательно было принято решение, что нужно писать, нужно говорить. Они, может, чуть меньше, чем я это делали, поэтому тоже их имена звучат, и это очень правильно, тем более в связи с моим освобождением. Это абсолютно логично и понятно. С Ленье здесь тоже абсолютно очевидный кейс. Во-первых, это девушка. Во-вторых, девушка, которая совершенно вот, ни за что. Да? То есть, если там по мне можно было сказать, понятно, почему его отработали, то здесь человек попал, и это тоже правильно на такую личность обратить внимание, чтобы международная общественность, люди в Украине поняли, вот смотрите, как действует российская власть. Репрессивная машина российская, что человек вроде и ничего такого не делал, там, не шпионил, ни диверсии не совершал, ни даже активно высказывал какую-то позицию, ни правозащитной деятельностью не занимался, просто ехал домой к своим родным, и вот смотрите, что получилось, что произошло. Таких ситуаций очень много. Людей, которые попали в российскую тюрьму, просто, грубо говоря, на пустом месте много. Почему бы символом именно этой категории людей не стать Ленье? То есть очень может быть свежее на какой-то момент времени имя, и вполне пусть она будет как бы неким вот таким именем для всех остальных. Всем нужно понимать, что как было мое имя, как любое другое имя, это же не про одного конкретного человека. Может быть, в какой-то мере. Это про всех остальных тоже, про всех вместе взятых. Сервер, он определенную категорию политзаключенных представляет. Да? Это тех, кого обвиняют в терроризме, по религиозным признакам там, преследования и так далее. Это огромный массив заключенных крымских татар, наверное, большая часть. У меня там другая была история, у Ленье другая там, и так далее, и так далее. Почему именно Асан и Азиз? Что с ними не так было для россиян? Они были супер яркими активистами? Нет, молодежными? Азиз вообще просто парень, который жил, он очень такой проукраинский был, не скрывал этого в принципе. Он, вы знаете, вот учитывая ту ситуацию, которая сейчас в Крыму, ему бы прилетало бы точно, уже персонально ему. За выкрики, за лозунги в поддержку Украины, там, он это все делал. Просто нас взяли тогда на это смотрели в Крыму еще так немножечко мягко, хотя и не дружелюбно. То сейчас какие-нибудь доносчики, там даже фамилии их не буду назвать, уже давно внимание ФСБ или других структур карательных российских обратили на него. То есть он бы мог спокойно получить свой персональный кейс, там, свое персональное преследование. Но в данном случае он просто парень, который оказался в моем окружении, в окружении Асана, и для некой массы был взят. Ни в чем абсолютно парень не виноват. Асан, он был активным
человеком, он вращался в определенных кругах национального движения. Мой друг был, мы с ним действительно определенные проекты, вот тот же онлайн-диктант делали вместе, какие-то ролики снимали, поездки. Вот больше всего, наверное, он мог привлечь к себе внимание. Это был последний марафон ко Дню флага. Я тогда как бы не смог поехать, он с нашими общими друзьями поехал, и там, не знаю, помните ли, их чуть ли там не в каждом районе Крыма тормозила полиция, а рядом всегда тихонечко стояла машина с сотрудниками ФСБ. Вот тогда он мог как бы им в глаза очень серьезно так на глаза попасться. И для создания вот этой истории, фальсифицированной о совершении диверсии, его личность, наверное, подходила к моей как нельзя более близко. Ну, а Азиз и он, они родственники, часто виделись, встречались, они чуть ли не каждый день. И вот сложилась такая конфигурация, которую решили в органах отработать. Немного поговорим о нашей институции, про Меджлис и про Курултай. Рифат Чубаров, Ильми Умеров и Абинджит Сулейманов – это члены Меджлиса, которые находятся тут. Это члены Меджлиса, в том числе глава, которые являются, ну, можно сказать, сленгово олдскульные. Есть Ахтем Чегос, ваш коллега, заместитель председателя. На данный момент визуально кажется, что он больше занимается украинской политикой, партийной историей. Гульнары Бекировы, женщины, члены Меджлиса, на данный момент не активны визуально. Гаяна Юксель также. Визуально видно Эскендера Бариева. Что вы думаете, как вы усилите после переезда в Киев Меджлис, чем будете заниматься? Я уже говорил где-то, что никто меня не лишал обязательства выполнять должность заместителя председателя Меджлиса. Это то, что нужно будет сделать. Мы с Рифат ага Чубаровым уже начали обсуждать определенные моменты. Я не уверен и могу четко сказать, что сразу какую-то системную работу наладить, наверное, вряд ли удастся, потому что объем работы уж очень большой, который нужно делать, и очень уж такой широкий спектр. Какие векторы самые главные на сегодняшний день? Для меня главные векторы, я их, в принципе, в начале нашего разговора обозначил. Это работа с Крымом. Это первое, что нужно делать. Я, если помните, избирался и возглавлял управление по информационной политике. То есть это не только работа с средствами массовой информации, это вообще работа как таковая, информационная, с Крымом, разговаривать и доносить, собирать информацию, анализировать и как-то ее представлять здесь. То есть выступать или не выступать, а наладить вот эту коммуникацию. Она существует, но она немножко, на мой взгляд, такая несистемная. То есть это нужно создать четкий устойчивый канал из Украины в Крым, из Крыма в Украину, использовать максимум возможных ресурсов, разные источники информации и так далее, и так далее. Многие этим занимаются, это есть и журналисты, правозащитники, органы власти и так далее. Я намерен, чтобы Меджлис занял свою особую, скажем, место особое, как это было ранее, вот в этих процессах. Нужно это восстановить. Каждый член Меджлиса, он имеет эту персональную коммуникацию, но моя задача, как я себе представляю, это именно как коммуникация как институции. То есть для меня это в первую очередь главное. То есть не персональная работа, а работа института и так далее. Конечно же, это работа здесь. Так уж оказалось, что я здесь, и нужно немножко наладить. Я уже немножко проинформирован о том, как здесь складываются отношения у нашего института, представительского, с крымскими татарами, которые проживают в Украине непосредственно, в зарубежье и так далее. Из-за войны, скажем так, наша диаспора в Европе, в Америке, да, в принципе, по всему миру она нарастила мышцы, скажем так, стало больше людей. Нужно разобраться с этим. У нас и раньше было нелегко в этом отношении, хотя Конгресс крымских татар существовал, но
он в какой-то мере не обрел такую прагматическую функцию, да, то есть это очень серьезный символический был такой контент, но с прагматикой, с какой-то практической, ежедневной, ну, грубо говоря, ежедневной такой постоянной работой были проблемы. Надо это исправлять, особенно в ситуации, когда доступность Крыма для нас она достаточно ограничена, а здесь как раз открываются перспективы, и фронт работы стал гораздо шире. У нас сформировались новые диаспоры, там, в Ирландии, например, в Германии очень сильно усилилось, да, в принципе, по всей Европе фактически и так далее. Этим нужно заниматься. Вы правильно сказали, члены Меджлиса, которых вы назвали, каждый из них какую-то работу проводит. Нужно ее систематизировать, и не то, что там без меня это не делалось, я просто хочу помочь в этом деле. То есть Рифату Чубарову действительно и самому Меджлису, моим коллегам, я думаю, не помешает моя помощь. Я сейчас нигде в иной деятельности не задействован и готов посвятить свое время на эту работу. И быть и в офисе, и выезжать, и так далее, и так далее. То есть абсолютно. То, что кто-то больше уделяет внимание партийной работе, это тоже правильно, потому что нужно работать в парламенте Украины, нужно работать в правительстве Украины, как это делает там Рустем Умеров, как это делает Ахтем Чигоз, другие мои коллеги, которые занимают там позиции советников, консультативные какие-то места и так далее. Ну и у нас здесь, я думаю, есть определенный потенциал среди активных крымских татар, по крайней мере в Киеве, с которым я хочу тоже найти контакт и наладить отношения определенные, конструктивные, и которые будут на пользу, наверное, нашему народу. Главный принцип, который, наверное, я хочу отстоять, это, несмотря на межличностные какие-то, скажем так, особенности, кто-то кому-то нравится, не нравится, кто-то сомневается в чьей-то эффективности, мы можем об этом, в принципе, откровенно говорить. Мне важно, что есть институт, есть представительский орган, к нему должно быть уважение, и мы все должны, несмотря на разногласия, а это ничего нового в этом нету, с момента создания Меджлиса это всегда так было, несмотря на какие-то разногласия, разные точки зрения, уметь находить консенсус и действовать во благо того, чтобы данная институция в интересах крымско-татарского народа, а в нашей ситуации и в целом Украины, работала максимально эффективно в тех обстоятельствах и в тех возможностях, которые мы можем для Меджлиса и для тех общественных объединений, которые вокруг него, кто-то рядом, кто-то, может, немножко независимее работает, но чтобы это все в одну копилку, скажем так, работало. Вот это то, что я бы хотел, наверное, получить. А если это где-то есть, увидеть и помочь этому удержаться и состояться, укрепиться, скажем так. Нариманби, озвучу вам то, что крымские татары говорят между собой, но публично не озвучивают. На протяжении 10 лет состав Меджлиса не меняется по понятным причинам. Сегодня непереизбрание Верховной Рады Украины и президента показало и крымским татарам большой пример, почему не проходят выборы. Это понятная история, но как вы считаете, когда произойдет коммуникация с обществом о сделанной работе членов Меджлиса и Меджлиса за эти 10 лет, какой она должна быть, как вы ее видите, эту коммуникацию и вот эту отчетность? Я сразу скажу, что против переизбрания или доизбрания у нас есть такая норма, ротация, да, части членов Меджлиса. Я выступал тоже категорически против, у меня были на то доводы. И, как вы правильно говорите, даже ситуация в государстве подтвердила выбор верный, как бы в сложившейся ситуации, что лучше не трогать, потому что в стремлении поменять одно мы бы вынимали одну из опор нашей институции, и это все могло привести к гораздо более худшим последствиям, чем те, возможно, какие-то негативные явления, которые мы имеем, не переизбирая данную институцию. Естественно, как будет
возможность, я буду одним из первых, который скажет, все, время настало, давайте. Надо поменяться, нужно измениться и так далее. И я готов лично, не могу за других прям говорить, готов услышать все те оценки, которые наше крымско-татарское общество будет, я думаю, будет или уже готово дать деятельности и Меджлиса в целом, и персонально каждому члену Меджлиса и так далее. Вопрос коммуникации, ну вы же понимаете, что полноценная она будет только тогда, когда Меджлис вернется в Крым. То есть это произойдет, и когда лицом к лицу представители народа и сам народ увидят друг друга. Вот тогда, может быть, эмоционально, может быть, горячо, и в плане эмоций позитивных и каких-то, может, негативных, я имею в виду оценок, критических оценок, это должно произойти, этого не нужно бояться, это просто ситуацию, которую мы должны будем пройти и сформировать новый состав и действовать дальше. Как это будет? Сложно, потому что вы знаете, что Меджлис наконец-то и Курултай Меджлиса не признаны государством как официальные представительные органы. Нужно работать, кстати, вот к этому моменту над остальным законодательным наполнением. Проекты были, возможно, они будут пересматриваться, возможно, будет в каком-то примерно этом виде продвигаться, но нужно это делать. Это тоже одна из важнейших задач, которую нужно продвигать. Я убежден, и моя позиция в этом не меняется, что Украина как государство будет только выигрывать, если она найдет в себе силы, понимание и силы помочь крымским татарам реализовать в том числе свои политические права. Только выиграть. Максимум тут ни одного минуса я не вижу. Только один сплошной плюс и не один даже. Вот. Это мое глубокое убеждение, я могу об этом отдельно говорить на эту тему. И одно из направлений, которое просто мы должны вести и делать, несмотря на какое-то пока еще непонимание, а иногда даже сопротивление. Одно из исследований нашей партнерской команды показало, что определенная часть жителей материковой части Украины или подконтрольной части Украины считают, что у крымских татар автономия уже была, уже наигрались, крымско-татарская автономия уже была. В том числе коммуникация и представительских органов, и активистов, общества с материковой частью Украины, вообще с правительством. Какой вы ее оцениваете? Как я знаю, что вы относитесь к автономии, понятное дело, так как большинство членов Меджлиса, положительно. Но что нужно сделать, чтобы перевернуть эту ситуацию, несмотря на то, что в стране идет война? Здесь нет ничего удивительного. Очень многие украинцы по базовым вопросам украинской государственности имеют очень, на мой взгляд, до сих пор странные оценки и отношения. Это нормально, когда ты понимаешь, что человек имеет право на любую точку зрения. Но не очень для меня нормально, когда ты понимаешь, что независимость, целостность страны под угрозой, а некоторые люди продолжают размышлять определенным образом, который отражает, скажем так, больше российскую версию, да, видения ситуации. Что уж говорить про крымских татар, которые до недавнего времени для многих украинцев вообще такая терра инкогнита была и так далее. Про крымских татар знали в экспертном сообществе, тоже имели разные точки зрения, как и что и так далее. Здесь только одно. Нужно, не покладая рук, продолжать объяснять. Все проходили эту дорогу. Все малые народы, какие-то сообщества, любое направление, любого наполнения, они проходят эту дорогу. Нужно доносить до тех, кто принимает решения, почему и так, в чем выгода и почему правильно поступить таким образом. Для этого достаточно хотя бы учить историю, объяснять,
Но для нас же не секрет, что в Украине есть люди, которые до сих пор считают, что крымские татары там в Крыму, что они ничего не делают, там сидят и так далее. Я готов спорить. А есть, которые говорят, да, какая автономия, вот вы говорите, она была, да, ее не было. Это была не крымско-татарская автономия, это была... История этого вопроса давно изучена, представлена, но мы же просто знаем, что некий обыватель, у которого потом и спрашивают, да, социологи или эксперты, интересуются его мнением, но он не всегда знает историю собственного государства. Кроме каких-то базовых вещей, там, которые в школе и по телевидению в него хотя бы вложили. А вот чуть-чуть в сторону про крымских татар, там, про караимов или про там, мариупольских урумов, для него что, у нас есть такие, да, есть, оказывается, а это не экзотика какая-то, это реальность жизни, оказывается, и так далее. Это та данность, с которой нужно работать. Никакой истерии здесь быть не должно, никакого упаднического настроения здесь быть не должно. Нужно определиться по тем объектам, на которые нужно акцентировать свое внимание, с кем нужно коммуницировать и эту работу делать. Она делается. Вот вы знаете, вот в Польше, в странах Прибалтики работа ведется. Дальше по Восточной Европе идут наработки по признанию геноцида. Точно так же нужно в Украине работать. Отдельно с парламентариями, отдельно с общественным сектором, отдельно с журналистами, которые и являются, да, коммуникаторами с обществом. Ну и, конечно, ездить по стране. Такие проекты тоже, вот я уже как бы получил информацию, тоже и делались, и вот планируется в какое-то ближайшее время, чтобы украинцы, независимо от национальной или иной принадлежности, понимали, кто такие крымские татары, чего хотят, как это для них лично аукнется, какие-то наши устремления и так далее. Тут же нужно понимать, что наши оппоненты, они же используют эту ситуацию, начинают нагонять страхи. Как это было в Крыму, когда и сейчас говорят, вот Украина, когда вернется, они вас всех там будут видеть, и вот этот там правый сектор условный, я имею в виду вот эти вот добробатовцы, эти там укрофашисты, они вас всех будут там бить, убивать и так далее. Элементарно вот этот животный страх пытается людям навязать. В нашей ситуации не совсем прямая аналогия, но что-то схожее, когда нагоняют страхи и так далее. Мы просто должны это перебороть при помощи наших друзей и партнеров в украинском политикуме и на международном уровне. По-вашему, Украина готова к деоккупации Крыма? Готова ли к коммуникации с крымскими татарами, к этим требованиям, условиям, которые накопились за 30 Я думаю, лет? это настолько серьезный действительно багаж накопился, да, нерешенных вопросов, что говорить, что вот все, мы готовы, давайте сделаем этот шаг, абсолютно неверный подход. Этого можно не дождаться никогда, как с любой другой задачей. Нужно почувствовать уже определенные наработки и сделать вот этот подъем на ступеньку, на одну, на вторую, на третью и так дальше. Вот приняли там постановление Верховной Рады, приняли что-то, подготовили уже конституционные изменения. Пока страна где-то не готова, давайте работать вокруг, укреплять эту позицию, чтобы все-таки она состоялась и так далее. То есть нельзя ждать того, чтобы вот мы все собрали и пошли. Это то же самое, если бы, что было бы с нашей страной, если бы мы сначала полноценно занялись формированием украинской армии, мы потом бы оснастили ее полноценно и так далее. За это время что бы россияне сделали? Украины бы не стало. Бросились в войну с тем, что было. И по ходу войны наращивали мощностя, наращивали возможности и достигали определенных успехов и так далее. В этом вопросе абсолютно точно так же. Нужно идти, двигаться и нарабатывать сразу определенные вещи. В каких-то вещах не нужно торопиться, но где-то нужно даже не в полной готовности двигаться дальше. Потому что нужно продвигаться. И поэтому зацикливаться на том, готова ли Украина в полной мере, вообще не нужно. Вот в этом конкретном вопросе мы можем принять решение? Давайте его примем. Пусть пока отложенное решение, вот как там с переименованиями, да, например, было населенных пунктов обратно из вот этих советских в крымско-татарских. Давайте делать.
Хотелось мне лично, как и многим моим соотечественникам, чтобы это было уже, по крайней мере, пусть на украинских картах это уже было бы, но немножко депутаты решили по-другому, но все равно это был задел. То есть это была ступенька, с которой уже дальше можно шагнуть выше, чем мы бы ждали и думали, вот когда, давайте там подготовимся и так далее. Спасибо, на тот момент определенная группа депутатов как бы убедила коллег, и этот законопроект, подзабытый, наверное, на сегодняшний день, он был принят. То же самое там с коренными народами. Все ли там идеально? Нет, конечно, идеального не бывает. Давайте вот примем так, потом будем обтачивать. Большинство законов, они же принимаются таким образом. А для нас в этом процессе, для украинского государства и для крымских татар, законодательная база сейчас очень важна. Нам вот для всего этого необходимо решать. Этнополитика, как вы знаете, она была очень активно в экспертной среде обсуждаема, а во властной среде это было все такое на ручном постоянно. То есть законодательная база как таковая была очень слабенькая. Сейчас какие-то уже наработки есть, хотя опять нужны уточнения, есть определенные спекуляции, но мы должны двигаться в этом направлении, не боясь абсолютно ничего. Там, где мы можем уже принять решение, давайте это сделаем. И все. И не надо по каким-то вопросам ждать фактической деоккупации Крыма. Мы уже можем что-то делать. Мы же можем кадровый, вот в принципе об этом велась речь, и уже делались определенные действия. Мы кадровый потенциал Крыма можем готовить? Можем готовить. Создаются оккупационные областные военные администрации оккупированных территорий Украины. Создаются. А есть аналогичные для Крыма? Нету. Нету. Почему? Мы не можем для Крыма создать администрацию украинскую. Пусть она будет пока что больше символической, но пусть она будет. Точно так же, как есть там для Луганска, Донецка и так далее. Почему Крым немножечко как-то в стороне? И вот, это только один такой из штрихов, а таких ситуаций очень много. Кто-то скажет, там, с автономией крымско-татарской принять решение только после, а может и сейчас. Но мы-то вот только что говорили, что и в целом-то пока не готовы, не говоря уже когда. Вот. Но надо над этим работать и не ждать, когда все уже будет у нас в руках. Абсолютно не нужно. Я этот подход не приемлю и считаю абсолютно неэффективным. Смотрел один из сюжетов телеканала «Миллет» про вас, который называется «Нариман Джелял. Друг или враг». Возможно, вы видели этот сюжет. Вы уверены в том, что деоккупация Крыма произойдет и военным, и политическим путем. Когда это произойдет? Те крымские татары, которые были коллаборантами, которые работали на таких телеканалах, что будет с ними? Лично ваше взаимоотношение с ними и взаимоотношение государства, каким оно будет и должно быть? Государство должно четко определиться и законодательно закрепить, что будет с разными категориями ее собственных граждан, которые в условиях оккупации совершали определенные действия. Да? Нельзя поставить на один уровень тех, которые совершали определенные преступные действия, например, занимая должности в органах прокуратуры, в судах или в правоохранительных органах местного самоуправления и так далее. Совершали госизмену, например, и так далее. Нельзя их ставить. И те, которые в силу разных обстоятельств, сознательно, а в большинстве случаев несознательно якобы поддерживали эту власть или участвовали в жизни оккупированного Крыма. Вот нужно определиться. Я понимаю, что государство будет не в состоянии индивидуально каждого разбирать. Это будет определенная гребенка, и там будут какие-то несправедливые моменты, и только потом по каждому будет это разбираться. Это то, что нужно понимать и принимать. Просто по-другому не будет.
Я считаю, что лица, которые не крымские татаране, не крымские татары, для меня это не имеет отношения, значения в отношении тех, кто совершал преступление. С точки зрения нашего законодательства, то есть те люди, которые непосредственно как бы поддерживали оккупационную власть, не скрывали этого, работали на нее там, и так далее, и так далее. А есть огромное количество людей, там, учителей, врачей, ну, огромное, которые просто жили, работали и так далее. Здесь нужно опираться на международное право, на соответствующие нормативные акты, которые четко как бы это, ну как не то, что четко, а дают определенные направления. Но Украина должна достаточно точно прописать. Почему максимально точно? Потому что это наши граждане, и от того, как Украина будет к ним относиться, будет зависеть их отношение к Украине. Я уверен, что даже, может, где-то пострадают при деоккупации люди, которые любят Украину, верят, но ну, вот в каких-то обстоятельствах они что-то совершили. Нам нужно четко вот выработать подход, но самое главное, что мы должны сделать, это не обвинять, а наоборот сказать: мы ваше государство, мы только хотим помочь. Мы хотим, чтобы вы вернулись к нам. Но и объяснить, что но. То есть, если вы делали вот это, вам придется вот пережить такие-то последствия. Если так, то вот так. Если вы вот так поступали, у нас к вам вопросов нет. Это же очевидно, да, что ну, определенное, не хочу это слово применять, но определенная, пусть будет это по факту, наверное, так, какая-то фильтрация все равно будет происходить, по крайней мере, той части жителей Крыма, которые захотят и после, или во время деоккупации, после деоккупации заняться некой общественной деятельностью, там, какой-то публичной деятельностью, к ним будет пристальное внимание. Тот, кто спокойно жил там себе, он будет жить. И понятно, что выявление отношения там определенного, это будет не одномоментный акт. Нацистских преступников еще долгие годы после войны как бы вычисляли, находили, собирали доказательства и наказывали. И до сих пор как бы продолжают это делать и так далее. Здесь тоже кто-то явный, он давно позволил сам себя зафиксировать, и для нашего государства давно ясно, что это за человек и что с ним следует сделать. А есть ну, вот эти тихие товарищи, и только правильно собрав информацию, проанализировав, мы можем понимать, нужно ли как-то поступать с этим человеком или не нужно, или можно махнуть рукой, сказать «живи там, на здоровье» и так далее. Плюс отдельная категория – это те, кто приехали после оккупации Крыма, граждане России, возможно, граждане и других государств, в Крым, обосновались там. С ними какая будет история, тоже нужно. Там же огромное количество гражданско-правовых отношений завязалось. Там и собственности, и наследование, там, имущественные, ну какие хочешь, там, семейные отношения. Там, гражданка Украины там, вышла замуж за гражданина России. Ничего преступного в их отношениях нет. Это обычное семейное дело, любовь, там, морковь и так далее. А что быть, как дальше быть? Вот Украина что будет делать с этим человеком? Вот гражданин России, он нарушил законодательство, въехал на территорию, оккупированной украинской территории. Он ничего плохого не делал, где-то там на стройке работал, но вот он женился на нашей гражданке. Что вот мы в этой ситуации готовы делать? Надо вот принимать решения, и чем больше вот по таким конкретным ситуациям мы будем готовы давать ответы, тем деоккупация, она будет происходить менее, скажем так, сложно, болезненно и так далее. Как раз таки вот с откровенными коллаборантами проще всего. С ними ясно абсолютно все. А есть определенный спектр будет людей, по которым ну, будет очень горячая дискуссия. Потому что одно дело, например, во-первых, в силу внутренних моих убеждений я умею и готов прощать. И я житель Крыма, и для меня некоторые ситуации по-другому выглядят. Другое дело, например, наш воин, который
воевал, видел гибель друзей, своих соотечественников, побратимов, как он будет относиться к тому, что кого-то простили, кому-то не простили. Ну, я условную ситуацию рисую. И это будет дискуссия в украинском обществе и в украинском политикуме, да. Поэтому здесь должны быть выработаны все-таки максимально какие-то четкие правила для первого времени. Потом они могут быть пересмотрены, и как бы второй раз это какая-то работа должна проведена по поводу того, кто чем занимался. И это же касается не только Крыма, это всех оккупированных украинских территорий касается, и нужно будет разбираться и там. Это колоссальная работа, но которую нам придется делать. Это будет очень непросто. Но я убежден, чем больше взаимопонимания будет у нас здесь, вот почему я говорю, нужна коммуникация с Крымом, Украина должна четко понимать, что в Крыму. В Крыму должны понимать, а с чем к ним вернуться. Четко, правильно, понятно. Вот. Не везде мы, я уверен, не везде мы сможем дать прям такие ответы, но нужно попытаться это сделать. Вы в нашем разговоре подметили, что многие жители Украины не понимают о сопротивлении в Крыму. Есть определенные телеграм-каналы, которые не только на явное сопротивление и какую-то там деятельность могут отреагировать обысками, и административными арестами и посадками, но и на прослушивание музыки, постах и так далее. Как быть сегодня крымским татарам, которые не хотят покидать Крым по понятным причинам, поддерживают Украину и при этом могут столкнуться с непониманием после деоккупации? Я сразу поправлю, не только крымским татарам. В Крыму много граждан Украины разных национальностей, которые принципиально живут в Крыму, не хотят уезжать, любят и ждут свое государство назад. Я многих знаю лично. Крымские татары в силу работы Меджлиса крымско-татарского народа, в силу своего определенного статуса, да, своей истории, скажем так, просто звучат громче, скажем так, потому что Крым и крымские татары – это некая взаимосвязь. Но на самом деле наши граждане разных национальностей, абсолютно аналогичное поведение. Несогласие с оккупацией как бы там имеют и даже стараются демонстрировать. Поэтому нам, во-первых, вот я вам уже говорил, что нужно уметь разглядеть, что чувствуют и что делают, и чего ожидают наши граждане в Крыму. Надо уметь это увидеть. Вы правильно сказали, сейчас в Крыму ситуация гораздо хуже. Я уже успел переговорить с моими друзьями, знакомыми. Когда я еще был на свободе, немножко было мягче. С началом войны ситуация настолько просто, какая-то абсурдно чудовищная. В целом по России, я смог в этом тоже убедиться, ни за что, вообще под дурным каким-то поводом, эта власть, эта репрессированная машина российская, она просто раздавливает человека. Там об адекватности речи не идет. Просто за все что угодно. За любое минимальное проявление инакомыслия. И мы здесь, на свободной территории, должны просто это понимать и принимать. То есть там фотография просто с чем-то желто-синим равносильно тому, что я здесь взял автомат и пошел воевать, понимаете? Это такая условная аналогия, поймите меня правильно. То есть, есть здесь у нас в Украине и мнение о том, что почему они не выезжают и не едут в Украину воевать. А я всегда говорил и буду продолжать говорить, а нам не надо, чтобы оттуда уезжали. Мы к кому туда возвращаться будем? Мы оголим нашу территорию.
Наши люди должны быть в Крыму. Мы к кому туда возвращаемся? Россия только и ждет, чтобы несогласные с ней уехали из оккупированных территорий. Я вот буквально перед освобождением общался с представителями ФСБ, которые пришли в тюрьму, и для чего-то они захотели со мной пообщаться. Ну, у них работа такая, регулярно там они с такими, как я, там общаются. И вот они меня уже по какому разу спрашивают, а что я делал, а чем занимался и так далее. И один из них говорит, ну а раз вы знали об угрозе вашего ареста, почему вы не уехали? Ну, я даже где-то сэмоционировал и говорю, а почему я должен был уезжать? Это моя территория, моя земля, мое государство. Вы туда приперлись. Я-то чего должен уехать? И поэтому я убежден, ни в коем случае наши граждане не должны оттуда уезжать. Они должны быть там. Это наш корень, там, наш якорь, который нас там держит. И вместо того, чтобы их обвинять, мы должны дарить им надежду, мы должны их поддержать. Вот и все. Ни в коем случае. А то, что здесь, в Украине, можно и нужно делать, давайте работать с теми, кто здесь. Почему кто-то не хочет взять оружие в руки воевать, или не хочет помочь тем, кто хочет взять оружие, или любым иным способом поддержать свое государство? Если есть такая проблема, давайте с этими гражданами работать. А те, кто там остался, давайте их тоже условно вооружать всем, чем мы можем их вооружать. Надеждой, поддержкой, материально, морально, психологически. Пусть они там вот держатся. Почему? Потому что, поверьте мне, я о себе могу говорить на своем примере, ну, кто знает, что там вот эта невидимая работа с соседями, в кругу семьи, в кругу друзей, она же ведется. Это наши люди там. Это те, кто останавливают какие-то разговоры, те, которые возражают на те пропагандистские какие-то возражают, пусть не публично на аудиторию, непосредственно в общении вот с каким-то своим другом, коллегой. И это все есть. Просто вот те доносчики, подлецы, о которых вы упоминаете, они просто не до всех еще добрались. А почему? Потому что как раз таких очень много. Те, которые поддерживают Украину, которые просто хотят жить нормально, адекватно, согласно тем демократическим принципам, которые в мире как бы, да, имеют наибольшую, наверное, приверженность и так далее. И нам только нужно помогать, помогать и помогать, а не обвинять, ни в коем случае. Это тоже наш фронт, наша, ну пусть будет так, армия людей. Они просто борются иными средствами, иными способами. И так как мы вооружаем наше ВСУ, так мы должны вооружать и их просто иным инструментарием, иным оружием. Çok sağ olun. Allah razı olsun.